Всем добрый вечер. Меня зовут Мусаб Хасан Юсуф. Для тех, кто меня не знает. Но я думаю, что большинство из вас знает, кто я. Порядок. Соблюдайте порядок. Пожалуйста, позвольте спикеру произнести речь в тишине. Мой отец приговорил меня к смерти. Он разрешил пролить мою кровь. Почему? Потому что я сообщал о взрывах террористов-смертников, которые были направлены против мирных жителей без разбора. Это мое преступление. И угадайте что? Не вы узнали этот секрет. Это была моя инициатива. Рассказать общественности о том, что я сделал. Потому что я не стыжусь спасения человеческих жизней. Вам должно быть стыдно за то, что вы встали на сторону террористов. Кроме того, я не собираюсь извиняться за сообщения о Хамасе и террористах. И нет, мы будем бороться с людьми, кто станет на сторону террористов. Хамас — террористическая организация в Великобритании, Соединенных Штатах и Европейском Союзе. И это не вам решать. Сядьте. И послушайте, только шейх Хасан Юсуф обладает властью и могуществом нажать на курок. Не вы, не он, не она. Только шейх Хасан Юсуф, если у него хватит смелости, направить пистолет на своего старшего сына и нажать на спусковой крючок. С любым другим, кто пытался это сделать, поступят по-другому. А теперь, кто из вас, сидящих здесь, хочет преподать мне урок нравственности? Если бы вы знали о терактах 7 октября, кто-нибудь из вас, поднимите руки. Если бы у вас была информация о нападении Хамаса 7 октября, сообщили бы вы об этом властям? Если бы вы могли, поднимите руку. Сядьте. Менее 5% присутствующих в этом зале подняли руки, чтобы сообщить о массированном террористическом нападении, целью которого было гражданское население без разбора. Это относится к арабам, мусульманам, евреям, христианам, мирным фермерским общинам 7 октября. Этническая чистка 20 еврейских общин из-за их этнической принадлежности и религии. То, что происходит в Газе, отличается от этого. Потому что вы встали на сторону террористов, точно зная свою роль. И вам это нравится. Но в какой-то момент вам придется иметь дело с последствиями, потому что все записано против вас. Теперь появились палестинцы, самые жалкие люди на планете Земля. Спикер нарушил порядок. Сядьте. Спикер нарушил порядок. Спикер нарушил порядок. Когда председатель выносит решение, спикер должен сесть на место. Если спикер повторит это снова, я буду вынужден попросить его удалиться. Они хотят лишить легитимности человека, родившегося в этой стране. Поднят вопрос по поводу порядка ведения заседания. Он адресован председателю. Вопрос по порядку ведения заседания был поднят. Я должен взвесить этот вопрос. Сядьте. Нет, сядьте. Сядьте. Порядок. Сядьте. Не вам приказывать члену комитета сесть. Вопрос по порядку ведения заседания адресован председателю. Порядок. 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 Могу ли я услышать заявление от члена комитета? Он только что оскорбил меня лично. Тогда уходите. Порядок. Он только что оскорбил меня лично и 90 палестинцев. Я прошу, чтобы их вывели из зала таким же образом, как это было сделано с сокурсницей, говорившей к председателю, когда ее вывели из заседания.
Порядок. Порядок. Если это повторится снова, я буду вынужден попросить спикера удалиться. Спикер нарушил порядок. Пожалуйста, продолжайте. Что? Что? Этот дом был захвачен мусульманами. Могу я услышать заявление по порядку ведения заседания? Могу я услышать заявление? К порядку. Могу я услышать заявление? Пожалуйста, сядьте. Какой порядок? Слово по порядку ведения заседания за вами. Могу ли я услышать? Могу ли я услышать заявление от члена комитета? Порядок. Могу я услышать заявление из списка порядка? Порядок. Порядок. Могу я услышать заявление? Спикер не имеет права высказываться в отношении кого-либо из присутствующих в этом зале. Он высказывает мнение о своем собственном народе. Не могли бы вы позволить ему продолжить дискуссию, учитывая, насколько важен его голос? Порядок. 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 Я очень четко сформулировал свое решение. Каково ваше решение? Я никого в зале не оскорблял. Порядок. Порядок. Могу я услышать заявление? Учитывая, что спикеру, который был приглашен этим профсоюзом, затем была предпринята попытка помешать ему приехать сюда для выступления, и теперь мы снова видим, как это делается в ходе выступления спикера. У него есть право на свободу слова. Он имеет право выступать в этом зале в качестве приглашенного гостя этого профсоюза. Выдворение его из-за мнения, которое он высказал о своем собственном народе, подрывает репутацию этого профсоюза. Порядок. 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 Я выслушал ваше заявление. Я очень четко изложил свое решение. Не мог бы спикер продолжить, пожалуйста, без каких-либо пренебрежительных замечаний в адрес какой-либо группы населения? Пожалуйста, продолжайте. Они хотят лишить меня права на существование, потому что я выступаю против их насильственной идеологии. Затем они хотят плакать. Плакать день и ночь, как жертвы. Пожалуйста, сядьте. У нас есть... Мне придется. Я должен выслушать заявление. Я думаю, он помогает сионистам, израильтянам, Израилю вообще. Это помогает Израилю. Я услышал заявление. Вы уже видели, как члена попросили покинуть зал заседаний на другой стороне зала. Я должен убедиться, что людям, представляющим обе стороны зала, разрешено выступать с речами и что они будут услышаны. А теперь, пожалуйста, давайте позволим спикеру закончить, не высказываясь больше заявлениями. Пожалуйста, продолжайте. Хорошо. Никакие помехи не помогут исправить ситуацию. Вам придется заглянуть правде в глаза. Я родился на этой земле. Это мое право по рождению. И я был рожден. Сядьте. И я родился арабом. Я не был рожден палестинцем, как миллионы арабских детей. И палестинцы насаждали насильственную идеологическую обработку палестинцев, основанную на ложных представлениях об апартеиде, колониализме, геноциде и оккупации. Хотя Палестина никогда не существовала как суверенная страна, она никогда не существовала иначе, как в качестве колониального образования. И шутка в адрес палестинцев, что они на самом деле утверждают, что являются коренными жителями этой страны, борются против колониализма, в то время как сами выбирают колониальное образование в качестве своей национальной идентичности. Насколько это жалко. Я нахожу, что на самом деле, действительно невероятным, что палестинцы продолжают распространять эту ложь, и миллионы людей по всему миру верят им. Если вы спросите их, что такое Палестина, сядьте. Если вы спросите их, что такое Палестина, они не будут знать, что ответить. Если вы спросите их, что делает палестинца палестинцем, они не будут знать, что ответить. Перестаньте перебивать меня, сядьте. Мы услышали вас, сядьте. Перестаньте перебивать меня и послушайте. Итак, их стратегия, и это то, что необходимо обсудить здесь, в зале, сегодня вечером, это использование живого щита и порочная практика принесения детей в жертву ради политической и финансовой выгоды. Это мастерство палестинцев. Это то, что они делают. Они хотят, чтобы дети, арабские дети, продолжали вечно нести бремя их нездоровой идеологической обработки.
Затем сюда приходит группа людей, плачущих как жертвы или как спасители детей Газы. И я говорю им, кто вообще уполномочил вас говорить от имени детей Газы? Если вы хотите ликвидировать государство апартеида, он хочет ликвидировать государство апартеида, и никто из вас не обратил внимания на то, насколько это опасно. Это означает, что он хочет ликвидировать государство Израиль. Вот что он хочет сделать. А это означает этническую чистку единственного еврейского государства. Не перебивайте меня и послушайте. Чего он хочет? Он хочет уничтожить нацию, самую древнюю нацию на Ближнем Востоке, самую настоящую нацию на Ближнем Востоке, единственное еврейское государство на планете. И он хочет, чтобы дети Газы выполнили эту работу от его имени, во имя его политических амбиций. И я сказал ему, почему бы тебе самому не взять винтовку и не бороться с государством апартеида? Почему дети Газы должны сражаться от твоего имени и во имя твоей праведности? Вы не спаситель. Это очень тяжелое психическое заболевание, когда вы думаете, что вы спаситель детей Газы, потому что вы не спаситель. Теперь они говорят о геноциде. Спикер, я вынужден буду попросить вас не высказывать никаких мнений в адрес членов палаты. Теперь они говорят о геноциде. Израиль разослал листовки, миллионы текстовых сообщений. Они звонили по телефону. Они предоставляют людям безопасные проходы для эвакуации из зоны боевых действий, в то время как Хамас обосновался под школами и больницами. Они не оставили никаких священных зон для эвакуации гражданского населения в безопасное место. Затем они заминировали весь район, и Израилю пришлось послать своих пехотинцев, чтобы понести дополнительные потери вдобавок к 7 октября, в то время как у них была возможность подвергнуть ковровой бомбардировке весь сектор Газа. Если это их намерение, если это их цель, вы никогда не были в Газе, вы не знаете, о чем вы говорите. После войны, что это был за день? Куда вы ходили? После войны? После 7 октября? Порядок. Может ли выступающий воздержаться от обращения к другим участникам? Не могли бы вы, пожалуйста, выслушать спикера? Не могли бы вы воздержаться от высказываний? Пожалуйста, продолжайте свою речь. Кстати, Израиль сделал это. Для тех, кто собрался здесь послушать, это очень-очень важно. И я хотел бы напомнить вам, что в какой-то момент в будущем, когда мы оглянемся назад на это время неразберихи и насильственной идеологической обработки палестинцев, они в конце концов зайдут в тупик. Но сейчас позвольте мне быть свидетелем истории и вам. Израиль сделал все, что было в его силах, чтобы свести к минимуму число жертв среди гражданского населения в Газе, в то время как Хамас сделал все, что было в его силах, чтобы увеличить число жертв среди гражданского населения. Порядок. Спикер будет услышан. Порядок. Спикер будет услышан. Хамас сделал все, что было в его силах, чтобы увеличить число жертв среди гражданского населения ради политической и финансовой выгоды, вызвавшей всеобщее сочувствие. И ему удалось одурачить так много людей. Но это не изменит реальность на месте, потому что Хамасу нет дела до арабских детей. Хамасу нет дела до арабских детей. Арабы и евреи, да, вы думаете, что своими оскорблениями можете оспорить мою правоту? Арабы и евреи могут поладить. Я верю в это. Арабы. Мы этническая группа. Мы были задолго до того, как ислам пришел в регион. Мы были в регионе до того, как появились палестинцы. И, кстати, история Палестины началась в 1964 году с куфии и палестинского флага. Это их наследие. Это все, что у них есть. И мы не палестинцы, мы арабы. Это наш язык, это наша культура. И мы продолжим существовать и после палестинских головорезов, которые пришли, чтобы захватить наше общество с их извращенной идеологической обработкой
и идеологией жертвы. Идеология жертвы не отражает того, кто мы есть. Мы стойкие, мы не согласны быть жертвами. Израиль будет нашим стратегическим другом, и мы поладим. Курды, евреи, арабы, друзы и остальные жители региона. И я надеюсь, что палестинцы будут знать свое место в истории. Ничего, кроме фальшивой идентичности. Вот кто они такие. И вот как они закончат. Порядок, порядок, порядок.